29 июня 1923 года в половине седьмого утра начальник Соловецкого лагеря Александр Ноктев просматривал обычные донесения за ночь. Побеги – 0, смерти – 3, прибытие заключенных – 37 женщин. Рутинная сводка обычного дня в обычном лагере. В 8 утра дежурный принес странную записку от коменданта Торопова. «Товарищ начальник, необходимо срочно создать новую систему учета женского контингента. Предлагаю разделить на 3 категории по полезности». Последнее слово было вписано другими чернилами, словно автор долго подбирал формулировку. К полудню из лагерной бани доносились звуки, которых там быть не должно. Крики, плач и что-то еще. Мужской хохот, перемежающийся с командами. Следующее. Монахи, оставшиеся работать в лагере, крестились и отворачивались. Один из них, отец Серафим, позже записал в дневнике: «Святое место осквернено так, как не осквернялось за 500 лет». В час дня из административного здания вышла женщина в дорогом платье, одна из новоприбывших. Но двигалась она, как сломанная кукла. Глаза пустые, руки дрожат. На шее свежие красные следы. Караульный спросил: «Гражданочка, все в порядке?» Она посмотрела на него и медленно произнесла: «Меня больше нет». К вечеру в канцелярии лагеря появился новый документ. Инструкция по распределению женского контингента. 3 категории. Подробные критерии отбора. Система поощрений и наказаний. Документ был завизирован печатью и подписью. Как будто превращение человека в товар стало официальной государственной процедурой. На следующий день этот документ исчез из всех архивов. Свидетели получили предупреждение о неразглашении. Отец Серафим был переведен в другой лагерь и умер через месяц при невыясненных обстоятельствах. А женщина в дорогом платье через неделю повесилась в барачной уборной, оставив записку из 2 слов: «Простите меня». Официально на Соловках никогда не существовало никакой системы сортировки. В документах ГУЛАГа нет ни строчки о распределении женщин по категориям. Историки находят лишь глухие упоминания о трудовом перевоспитании и моральном разложении отдельных элементов администрации. Но если это всего лишь клевета врагов советской власти, то ответьте на простые вопросы. Почему из 37 женщин, прибывших тем июньским днем, выжили только 12? Что означают загадочные пометки в сохранившихся лагерных карточках? Рублевая, полурублевая, копеечная рядом с женскими именами. Кому мог принадлежать изысканный шелк, найденный в лагерной прачечной, если узникам дозволялась лишь простая казенная одежда? Почему бывший начальник лагеря Ноктев был срочно переведен в Москву и получил повышение, а через год расстрелян по обвинению в превышении полномочий? И главный вопрос: что такого происходило в бане древнего монастыря, что заставило советскую власть не просто засекретить документы, а уничтожить их полностью, впервые в истории ГУЛАГа? Что было настолько чудовищно, что даже палачи не решились оставить следы? Эта история началась не с приказа сверху и не с садистских наклонностей отдельных людей. Она началась с одного простого открытия. Женщину можно не просто заставить работать. Ее можно превратить в инструмент власти над другими людьми. И это открытие изменило всю систему советских лагерей навсегда. Чтобы понять всю глубину катастрофы, которая обрушилась на Анну Павловну и 36 других женщин в тот июньский день 1923 года, необходимо вернуться к истокам. К тому моменту, когда святое место впервые в истории превратили в преисподнюю. К рождению системы, которая через десятилетия поглотит миллионы жизней. Весной 1920 года закончилась 500-летняя история Соловецкого монастыря. 29 апреля 1920 года большевистская комиссия под руководством М.С. Кедрова зачитала декрет о закрытии обители и конфискации всего монастырского имущества. 571 человек, 246 монахов, 154 послушника и 171 трудник оказались перед выбором: покинуть острова, где провели лучшие годы жизни, или остаться работать в советском совхозе «Соловки». Архимандрит Вениамин, последний настоятель монастыря, собрал братью в Преображенском соборе. Седобородый старец говорил срывающимся голосом: «Чада мои,
Наступили времена, о которых предупреждал Спаситель. Но камни этих стен помнят молитвы 500 лет. Святость места не уничтожить декретами. Почти половина братьев решила остаться. Они не могли представить, что станут свидетелями превращения святыни в символ государственного террора. Монастырь, возникший в 1430-х годах с приходом преподобных Савватия и Германа, был жемчужиной русского севера. Преподобный Зосима прибыл позже, в 1436 году, после смерти Савватия в 1435 году, и именно он стал истинным основателем обители. Здесь создали уникальную систему хозяйства, построили мощные крепостные стены, возвели величественные храмы. Сюда стекались паломники со всей России. Цари присылали щедрые вклады. Даже Петр I, разгромивший много монастырей, Соловки пощадил. Острова помнили и славные, и трагические страницы. Соловецкое восстание 1667-1676 годов, когда монахи 8 лет держали осаду против царских войск, защищая старую веру. Место ссылки неугодных царской власти – сюда отправляли провинившихся бояр, старообрядцев и гящев, участников стрелецких бунтов. Но даже в самые суровые времена здесь оставалось место для молитвы и покаяния. Заключенные прошлых веков могли надеяться на милосердие, на духовное очищение, на возможность искупить вину перед Богом и царем. Большевики увидели в архипелаге нечто совершенно иное – естественную тюрьму. Место, откуда невозможно сбежать. Вокруг Белое море, суровый климат, бескрайние леса Карелии. Но главное – острова находились вдали от посторонних глаз. Здесь можно было безнаказанно экспериментировать над человеческой природой. Соловецкий архипелаг – это 6 крупных и более 100 мелких островов в юго-западной части Белого моря. Общая площадь – 300 квадратных километров. Расстояние до ближайшего материкового порта Кемь – 60 километров открытого моря. Зимой, когда море замерзает, теоретически можно добраться по льду, но это путь самоубийц. Торосы, полыньи, арктические бураны убивают за часы. Навигация на Белом море длится всего 5 месяцев в году, с мая по октябрь. Остальное время архипелаг полностью отрезан от внешнего мира. Зимы длятся 7 месяцев, температура опускается до минус 35 градусов. Полярная ночь, когда солнце не показывается по 2 месяца. Летом белые ночи, но погода редко балует теплом. Дожди, туманы, пронизывающий ветер с моря. Природа Соловков – суровая красота. Густые леса, озера с кристально чистой водой, скалистые берега, омываемые холодными волнами. Но эта красота обманчива. Комары и мошка летом делают жизнь невыносимой. Зимние бураны сбивают с ног, болота поглощают неосторожных, природа, которая закаляла монахов веками, стала союзником палачей. Большой Соловецкий остров, где располагался монастырь, стал центром будущего лагеря. Анзер, второй по величине остров, превратят в место для особо опасных заключенных. Большую и Малую Муксалму, Большой и Малый Заяцкие острова – все приспособят под лагерные точки. Сама география архипелага создавала идеальную тюрьму. Уже в мае 1923 года заместитель председателя ГПУ Иосиф Соломонович Уншлихт направил в АВЦИК докладную записку с предложением организовать на Соловецких островах лагерь принудительных работ особого назначения. Цель – изоляция социально опасных элементов и трудовое перевоспитание через общественно полезный труд. Проект был одобрен немедленно. Соловки передавали Объединенному государственному политическому управлению. Все монастырские постройки, земли, скот, орудия производства – все переходило в ведение ОГПУ. По циничному решению комиссии предписывалось признать необходимым ликвидацию всех находящихся в Соловецком монастыре церквей, считать возможным использование церковных зданий для жилья и хозяйственных нужд лагеря. 6 июня 1923 года, за 23 дня до прибытия Анны Павловны,
Колесный пароход «Печора» доставил на Соловки первую партию заключенных. Около 300 мужчин из Архангельской губернской тюрьмы и Пертаминского концлагеря. Политические, бывшие эсеры, меньшевики, анархисты, белые офицеры, священники, уголовники. Заключенных разместили в бывших монашеских кельях. В каждой келье, рассчитанной на одного-двух монахов, втиснули по 10-15 человек. Железные нары в 2 яруса. Параша в углу. Одно маленькое окно под потолком. Духота, вонь, отчаяние. Превращение монастыря в концлагерь происходило с варварской поспешностью. Храмы закрывали один за другим. Преображенский собор, главную святыню обители, превратили в клуб заключенных. На алтаре установили сцену, в куполе повесили красные транспаранты. Успенскую церковь приспособили под столярную мастерскую. Колокольню превратили в штрафной изолятор, самое страшное место лагеря. Монастырское кладбище, где покоились мощи святых старцев, перепахали под огороды. Надгробные плиты пустили на фундаменты бараков. Ризницу разграбили. Драгоценные облачения, старинные иконы, церковную утварь вывезли в Москву или просто уничтожили. Библиотеку с древними рукописями сожгли в банях. Особым цинизмом отличалось уничтожение Секирной горы, самого святого места архипелага. Здесь, по преданию, явилась Божия Матерь преподобным Зосимий Савватию. Здесь стояла деревянная Вознесенская церковь и скит строгого уединения. Большевики превратили Секирную гору в место казней и пыток. В церкви устроили штрафной изолятор, а в подвале – карцер, где заключенных морили голодом и холодом. Но даже среди этого кощунства было нечто особенно отвратительное. Монастырскую баню – место, где монахи очищали не только тело, но и душу через молитвы и покаяние – превратили в место, которого не знал даже от Данте. К лету 1923 года в лагере содержались уже более 1000 заключенных. Первым начальником лагеря назначили Александра Петровича Ноктева, бывшего матроса Балтийского флота, участника революции, человека жестокого и примитивного. Его заместителем стал Федор Иванович Эйхманс, латыш, чекист старой закалки. Оба понимали – Соловки должны стать не просто лагерем, а экспериментальным полигоном. Местом, где будут отрабатывать методы перековки человеческого материала. Режим был относительно мягким. Старые большевики, помнившие царские тюрьмы, не хотели превращать Соловки в каторгу. Заключенные работали 8 часов в день, получали нормальное питание, могли переписываться с родными. Но постепенно ситуация менялась. Среди заключенных оказались люди, которые быстро поняли – в новых условиях можно не просто выжить, но и преуспеть. Нужно только стать полезным системе, предать товарищей, выслужиться перед начальством, превратиться из жертвы в палача. Первые доносы, первые избиения, первые смерти. Администрация поощряла жестокость, она помогала держать массу заключенных в страхе. Постепенно в лагере сформировалась пирамида власти, где одни заключенные угнетали других за дополнительный паёк и теплое место. К зиме 1923-24 годов Соловки уже мало напоминали обычную тюрьму. Здесь отрабатывали технологии тотального контроля над человеческой личностью, методы физического и психологического принуждения, способы превращения жертв в соучастников преступлений. Документы показывают, что уже к сентябрю 1923 года в лагере содержались женщины. На 20 сентября их было 335 человек. Но конкретная группа из 37 женщин, прибывшая на пароходе «Печора» 29 июня, представляла нечто принципиально новое. Большинство – жены и дочери врагов народа, учительницы, гимназистки, жены инженеров и офицеров. Женщины образованные, интеллигентные, привыкшие к уважению и достойной жизни. Их появление открывало новые горизонты для экспериментов. Если мужчин можно было ломать голодом, холодом и побоями, то с женщинами появлялись иные возможности. Более тонкие, более унизительные, более эффективные. Администрация лагеря понимала, женщины – это не только рабочая сила. Это инструмент дополнительного воздействия на мужчин-заключенных.
Это возможность создать внутри лагеря систему привилегий и поощрений. Это способ превратить охрану и заключенных в соучастников системы, разделив женщин на рублевых, полурублевых и копеечных, как товар разного качества и цены. Анну Павловну и других женщин разместили в Архангельской гостинице, двухэтажном деревянном здании рядом с монастырем. Когда-то здесь останавливались паломники, приехавшие поклониться соловецким святым. Теперь это стало женским бараком. Железные нары, параша в углу, одно окно на 37 человек. Женщины еще надеялись. Они видели золотые купола церквей, слышали плеск волн на древние стены, чувствовали особую атмосферу святого места. Многие молились тайком, крестились, когда никто не видел. Они верили, здесь, на островах, где веками звучали молитвы, их ждет не мучение, а очищение. Они не знали, что Соловки уже превратились в нечто чудовищное, что святое место стало лабораторией по уничтожению человеческого достоинства, что их привезли сюда не для исправления, а для эксперимента. Но самое страшное ждало их в бане древнего монастыря. Чтобы понять механизм ужаса, который ждал Анну Павловну и других женщин в бане Соловецкого монастыря, необходимо познакомиться с людьми, создавшими этот механизм. С теми, кто превратил святые острова в фабрику по уничтожению человеческого достоинства. Эти люди не были чудовищами от рождения. Они стали чудовищами в процессе создания системы, которая требовала от своих служителей полного отказа от человечности. Главным архитектором Соловецкого ада стал человек с поразительной биографией – Нафталий Аронович Френкель, родившийся в 1883 году в Константинополе, торговец, осужденный за нелегальный переход границы. Получив 10 лет лагерей, он попал на Соловки как заключенный номер 2781. Но Френкель оказался заключенным особым. Предприимчивый, расчетливый, циничный, он быстро понял, в новых условиях можно не просто выжить, но и процветать. Главное – стать полезным системе. И он предложил администрации план рационального использования заключенных, который перевернул всю лагерную систему. План Френкеля был прост и ужасающий – разделить всех заключенных на категории по трудоспособности. Сильных кормить лучше, чтобы они больше работали. Слабых морить голодом, они все равно балласт. Создать пирамиду власти среди заключенных, где одни будут угнетать других за дополнительный паёк. Система Френкеля работала с дьявольской эффективностью. За 2 года он из заключенного превратился в фактического руководителя лагерного хозяйства. В 1929 году на специальном совещании в присутствии заведующего спецотделом ОГПУ Глеба Ивановича Бакея его официально объявили не контрреволюционером, а секретным сотрудником ОГПУ. Френкель создал не просто лагерь, он создал систему тотального контроля над человеческой личностью. Заключенные были разделены на 3 категории – физически крепкие, ослабленные и инвалиды. Каждая категория получала разный паёк, разные условия содержания, разную работу. Но главное, Френкель ввел принцип коллективной ответственности. Если кто-то в бригаде не выполнял норму, наказывали всех. Это заставляло заключенных следить друг за другом, доносить, становиться соучастниками системы. Человек, который вчера был товарищем по несчастью, сегодня превращался в надзирателя. Френкель понимал, чтобы сломать человека, нужно заставить его предать самого себя. И его система работала безотказно. Заключенные сами становились палачами, лишь бы получить лишний кусок хлеба или теплое место в бараке. Но с появлением женщин система Френкеля получила новые возможности. Возможности, которых не знал ни один лагерь в истории человечества. Помощник кемского коменданта Торопов был человеком особой породы. Даже среди соловецких палачей он выделялся изощренной жестокостью и развращенностью. Именно Торопов первым понял, какие возможности открывает присутствие женщин в лагере. И именно он создал то, что станет позором не только Соловков, но и всей советской системы –
Методы превращения женщин в инструмент лагерного управления. Торопов был невысоким, толстым мужчиной лет 45, с маленькими свиными глазками и жирными губами. Бывший унтер-офицер царской армии, прошедший германскую войну, он знал цену человеческой жизни. В гражданскую воевал за красных, отличился особой жестокостью при расстрелах пленных. На Соловки попал в 1922 году по рекомендации чекистских органов. Нужны были люди, способные на все. Торопов оправдал доверие. Он быстро сообразил, что женщины – это не просто дополнительная рабочая сила. Это инструмент управления. Инструмент особого свойства, который можно использовать для создания системы привилегий, поощрений и наказаний. Инструмент, который можно применять для контроля как над женщинами-заключенными, так и над мужчинами. И Торопов создал первую в истории советских лагерей систему принуждения женщин к сожительству с администрацией. Он выбрал для своего хозяйства лучшее здание в лагере – бывшие кельи настоятеля монастыря. Комнаты отремонтировали, поставили нормальную мебель, провели отопление. Повесили занавески на окна. Создали иллюзию уюта среди лагерного ада. Торопов довел систему до совершенства, создав настоящий учет женщин с подробными характеристиками. В его личном кабинете велись подробные записи с данными всех женщин-заключенных. Возраст, образование, семейное положение, статья обвинения, срок заключения, внешние данные. Рядом с каждой записью пометки о категории. Рублевая для молодых и красивых, полурублевая для средних данных, копеечная для остальных. Этот учет регулярно обновлялся. Женщины умирали, их имена вычеркивали. Прибывали новые, их данные заносили в списки. Торопов лично проводил собеседования с новенькими, определяя их дальнейшую судьбу. Он мог часами разглядывать очередную жертву, задавать вопросы, заставлять демонстрировать покорность. Получал садистское удовольствие от власти над беззащитной женщиной. Особенно его возбуждала возможность унизить бывших барынь, жен офицеров, дочерей дворян, образованных интеллигенток. Он заставлял их рассказывать о своей прошлой жизни, о муже и детях, о том, как они жили до революции, а потом объяснял, какая участь их ждет в новом мире. Система Торопова стала образцом для всех последующих лагерей. Методы соловецкого принуждения распространились по всему ГУЛАГу. То, что начиналось как извращенная прихоть одного садиста, превратилось в отлаженную государственную машину по использованию женщин для управления лагерным населением. Но главным вдохновителем системы унижения стал председатель так называемой разгрузочной комиссии Глеб Иванович Бокий, один из самых зловещих персонажей сталинской эпохи. Глеб Иванович Бокий родился в 1879 году и был видным деятелем органов госбезопасности. С 1921 по 1937 годы он возглавлял спецотдел ВЧК ОГПУ НКВД. Официально комиссия занималась пересмотром дел заключенных и освобождением не представляющих опасности элементов. На самом деле это была группа высокопоставленных чекистов, которые превратили свои инспекционные поездки на Соловки в демонстрацию абсолютной власти над человеческими судьбами. Бокий прибывал на архипелаг на специальном пароходе. Вместе с ним приезжали его заместители, представители чекистской элиты. Формально они проверяли условия содержания заключенных и рассматривали ходатайство об освобождении. На деле демонстрировали безграничность своей власти. Перед приездом комиссии в лагере происходила лихорадочная подготовка. Заказывались чемоданы с образцами продукции соловецких промыслов в подарок членам комиссии. Привозились вина и деликатесы из Архангельска. Готовились лучшие работницы для обслуживания высоких гостей. Но главное – отбирались женщины для демонстрации успехов перевоспитания. Критерии отбора были определенными – молодость, образованность, готовность к сотрудничеству. Бокий и его подчиненные предпочитали исправившихся представительниц эксплуататорских классов – жен расстрелянных офицеров, дочерей дворян, бывших гимназисток. Демонстрация покорности образованной, культурной женщины служила символом победы нового строя над старым миром.
Разгрузочная комиссия творила настоящие чудеса произвола. По просьбе лагерных властей для своих можно было получить досрочное освобождение или перевод в более мягкие условия. Но чаще всего высокие гости просто рекомендовали понравившихся женщин для особых поручений. Формально их переводили для работы в других учреждениях или досрочно освобождали за примерное поведение. На самом деле они исчезали в системе, становясь частью аппарата принуждения. Их имена вычеркивали из лагерных списков, документы корректировали, а сами они становились невидимыми винтиками огромной машины. Помимо инспекций, комиссия развлекалась в лагерном театре, на концертах, охотилась на острове Анзер. Заключенных интеллигентов заставляли устраивать литературные вечера, ставить спектакли, играть в оркестре. Культура превращалась в прислужницу палачей. Поэты читали стихи своим мучителям, музыканты играли для тех, кто уничтожал их товарищей, актеры развлекали убийц. Вся эта дьявольская система работала по принципу кнута и пряника. Женщина, согласившаяся сотрудничать с администрацией, получала дополнительный паёк, теплую одежду, а иногда даже надежду на освобождение. Отказавшаяся отправлялась на самые тяжелые работы или в штрафной изолятор. Выбор был прост – согласиться на компромисс или умереть. И большинство выбирало жизнь, какой бы ценой она ни давалась. Но система достигла своего апогея с появлением практики сортировки женщин-заключенных. Именно в Соловецкой бане была впервые опробована технология, которая затем распространится по всем лагерям ГУЛАГа. Разделение женщин на рублевых, полурублевых и копеечных по их внешности, образованию и готовности к сотрудничеству. Процедура проводилась с бюрократической педантичностью. Каждую новоприбывшую женщину заставляли проходить медицинский осмотр перед комиссией из представителей лагерной администрации. Оценивали возраст, состояние здоровья, образование, психологическую устойчивость. На основании этого экзамена женщин распределяли по 3 категориям. Рублевые – молодые, здоровые, образованные. Они предназначались для работы в административных зданиях, библиотеках, лазаретах, то есть в относительно комфортных условиях. Полурублевые – женщины средних данных, они направлялись на легкие производственные работы в мастерских и на кухнях. Копеечные – пожилые, больные, психически неустойчивые. Они отправлялись на общие работы и редко доживали до конца срока. Эта система работала с машинной точностью. Каждая категория имела свои условия содержания, свои нормы питания, свои обязанности. Рублевые жили в относительно приличных помещениях, получали усиленное питание, носили лучшую одежду. Взамен они должны были безропотно выполнять любые требования администрации и демонстрировать лояльность режиму. Полурублевые жили в обычных бараках, но получали дополнительный паёк и освобождение от самых тяжелых работ в обмен на готовность к различным компромиссам. Копеечные влачили жалкое существование на грани выживания. Но даже они знали, в любой момент могут подняться по лагерной иерархии, если согласятся на определенные уступки. И вот в этот мир попала Анна Павловна. Вчерашняя учительница литературы из Петрограда, женщина образованная, интеллигентная, привыкшая к уважению. Через несколько часов после прибытия на Соловки ее вызовут в баню для санитарной обработки. Она еще не знает, что попала в лабораторию по созданию новой модели отношений между властью и подчиненными. Тех отношений, где человеческое достоинство становится разменной монетой в игре на выживание. Не знает, что станет объектом эксперимента, результаты которого будут применены к миллионам других женщин. Не знает, что ей предстоит сделать выбор между смертью с честью и жизнью в компромиссе. Выбор, который нельзя сделать правильно. Потому что правильного выбора в системе, созданной Френкелем, Тороповым и Бокием, просто не существует. Система была спроектирована так, чтобы любой выбор превращал человека в соучастника собственного унижения. Это был главный принцип Соловецкого эксперимента – заставить жертву стать соучастником преступления против самой себя.
1 июля 1923 года, на второй день пребывания на Соловках, Анну Павловну и остальных женщин разбудили в 5 утра. Толстая надзирательница с лицом торговки селедкой заорала: «Подъем! Все в баню! Санитарная обработка!» Женщины обрадовались. Наконец-то можно будет помыться после месяцев этапа, смыть грязь пересыльных тюрем, почувствовать себя людьми. Анна Павловна аккуратно сложила свои немногие вещи: 2 платья, белье, учительский аттестат, который чудом удалось сохранить. Может быть, образование поможет получить более легкую работу в лагере. София Розанова, 18-летняя дочь расстрелянного священника, робко спросила: «Анна Павловна, а правда ли, что в лагере можно работать по специальности?» Мария Лебедева, жена полковника, с горечью ответила: «Девочка, забудь о прошлой жизни. Здесь мы все одинаково никто». Женщины медленно брели по территории монастыря к бане. Утро было туманное, с моря дул холодный ветер. Золотые купола церквей терялись в низких облаках. Анна Павловна невольно крестилась, глядя на храмы. «Господи, дай сил пережить испытания», – шептала она. Она еще верила, что это именно испытание, которое можно выдержать и из которого можно выйти с чистой душой. Не знала, что идет на процедуру, которая навсегда изменит ее представление о человеческой природе. Баня располагалась в одноэтажном каменном здании рядом с монастырской прачечной. Когда-то здесь монахи не только мылись, но и очищали душу. Баня в православной традиции всегда была местом духовного очищения, приготовления к важным церковным праздникам. Теперь древние стены помнили совсем иные ритуалы. У входа стояли 3 мужчин в форме: начальник режима Петров, его заместитель Ковалев и помощник коменданта Торопов. Все 3 были пьяны, хотя было только 6 утра. Петров, худощавый мужчина лет 35 с редкими усиками и бегающими глазами, командовал: «Становись в очередь, по одной заходить». Женщины послушно выстроились. Анна Павловна оказалась 7-й. Впереди стояла пожилая крестьянка, арестованная за спекуляцию, продажу молока на рынке. За ней молодая работница с завода, осужденная за вредительство, опоздание на работу. Потом учительница из Вологды, жена инженера из Ростова, студентка из Казани. Разные судьбы, объединенные одной трагедией. Первой зашла крестьянка. Из бани послышались грубые мужские голоса, потом плач. Женщина вышла через 10 минут, растрепанная, с красными от слез глазами, дрожащими руками натягивая порванное платье. Она прошла мимо очереди, не поднимая глаз, и села на крыльцо прачечной. Тело ее сотрясала мелкая дрожь. Вторую женщину, молодую работницу, затащили в баню силой. Она сопротивлялась, кричала: «Не пойду, не буду». Но конвоиры скрутили ей руки и втолкнули в дверь. Из бани донеслись звуки борьбы, крики, хохот мужчин. Анна Павловна почувствовала, как холодеют руки. Что-то было не так. Какая санитарная обработка может длиться так долго и сопровождаться такими звуками? София Розанова прижалась к ней. «Анна Павловна, мне страшно». «Мне тоже, детка. Но мы должны держаться вместе». Работница вышла через полчаса. Лицо было опухшим от слез, на шее видны были красные следы. Платье порвано. Она пошатывалась и несколько раз останавливалась, держась за стену. Потом присела рядом с крестьянкой. Обе молчали, глядя в землю. Очередь медленно двигалась вперед. Каждые полчаса из бани выходила очередная жертва, сломленная, униженная, уже другая. Анна Павловна начинала понимать, что их ждет. Но понимание это было настолько чудовищным, что сознание отказывалось его принять. Неужели здесь, в святом месте, возможно такое? Неужели люди, называющие себя строителями нового мира, способны на подобное зверство? Настала очередь Анны Павловны. Торопов лично вывел ее из очереди. Это особенная, образованная. С ней я сам поработаю. Он взял ее за руку жирными пальцами и потащил к двери бани. Анна Павловна попыталась вырваться. «Отпустите!»
«Я требую объяснений». Торопов засмеялся. «Требует, видите ли? А ну, быстро внутрь, барыня». Он толкнул ее в дверь. Внутри бани было жарко и душно. Сразу ударил в нос запах пота, алкоголя и чего-то еще. Сладковато-тошнотворного. Чудовищным, что сознание отказывалось его принять. Неужели здесь, в святом месте, возможно такое? Неужели люди, называющие себя строителями нового мира, способны на подобное зверство? Настала очередь Анны Павловны. Торопов лично вывел ее из очереди. Это особенная, образованная. С ней я сам поработаю. Он взял ее за руку жирными пальцами и потащил к двери бани. Анна Павловна попыталась вырваться. «Отпустите! Я требую объяснений!» Торопов засмеялся. «Требует, видите ли? А ну, быстро внутрь, барыня!» Он толкнул ее в дверь. Внутри бани было жарко и душно. Сразу ударил в нос запах пота, алкоголя и чего-то еще, сладковато-тошнотворного. По стенам развешивались веревки. В углу стоял стол с бумагами и бутылками. На полу валялись женские платья, белье, туфли. В центре помещения деревянная скамья, обитая клеенкой. Рядом с ней стоял Ковалев с блокнотом в руках. Петров сидел за столом и что-то записывал. На стенах висели плакаты. «Труд – дело чести. Кто не работает, тот не ест. Перековка через труд». Циничное соседство революционных лозунгов и происходящего здесь безобразия било по глазам. Торопов сел в кресло напротив скамьи и закурил папиросу. «Ну что, товарищ Волкова, расскажи-ка нам о себе. Кто такая, откуда, за что сидишь?» Анна Павловна попыталась сохранить достоинство. «Я учительница словесности Петроградской гимназии номер 8. Арестована по ложному обвинению в связях с контрреволюционными элементами». «Ах, учительница», – хмыкнул Торопов. «Значит, грамотная? Это хорошо. Грамотные нам нужны. А теперь раздевайся». Анна Павловна онемела. «Что вы сказали?» «Раздевайся, говорю. Медицинский осмотр». «Какой медицинский осмотр? Где врач?» «Я тебе врач», – заорал Торопов. «А ну живо снимай тряпки, а то хуже будет». Анна Павловна поняла, что попала в ловушку. Но отступать было некуда. «Я отказываюсь», – сказала она, стараясь, чтобы голос не дрожал. Торопов поднялся и подошел к ней вплотную. Изо рта несло перегаром. «Отказываешься? А знаешь, что бывает с теми, кто отказывается?» Он кивнул Ковалеву. Тот достал из-за пояса резиновую дубинку. «Выбирай, красавица. Либо сама разденешься, либо мы тебя разденем. А потом отправим на лесоповал. Знаешь, сколько там живут? 3 недели, не больше. Особенно такие изнеженные барышни, как ты». Анна Павловна закрыла глаза. В голове мелькали обрывки молитв, лица родителей, воспоминания о прежней жизни. Она думала о своих ученицах, которые доверяли ей, считали образцом. Что бы они сказали, увидев ее сейчас? Но желание жить оказалось сильнее. Медленно, дрожащими руками она начала расстегивать пуговицы блузки. «Вот это другое дело», – довольно проговорил Торопов и вернулся в кресло. Ковалев приготовился записывать. Петров поднял голову от бумаг и уставился на раздевающуюся женщину. Анна Павловна стояла посреди бани в одном белье. Последние остатки достоинства заставляли ее прикрывать руками грудь. «Все снимай», – приказал Торопов. «Ты думаешь, мы тут в прятки играем?» Она сняла сорочку и панталоны. Стояла голая перед 3 пьяными мужчинами, чувствуя себя скотиной на базаре. Торопов медленно обошел ее кругом, разглядывая как товар. «Хорошая», – констатировал он. «Возраст – 24. А образование – высшее, бестужевские курсы. Семья – не замужем. Это мы еще посмотрим». Он засмеялся и сел обратно. «Повернись спиной. Теперь боком. Наклонись. Выпрямись». Анна Павловна выполняла команды как механическая кукла.
Сознание будто отключилось, защищаясь от происходящего. Ковалев что-то записывал в блокнот. Петров хмыкал и комментировал: ноги длинные. Это хорошо. Грудь небольшая, но красивая. А лицо... лицо аристократическое. Начальство любит такие лица воспитывать. Через полчаса издевательств Торопов вынес вердикт. Рублевая. Высшая категория. Предназначается для особых поручений. Ковалев записал это в блокнот и протянул Анне Павловне ее одежду. «Одевайся быстро и иди в барак номер 3. Там тебе объяснят дальнейшее». Анна Павловна вышла из бани другим человеком. То, что произошло за эти полчаса, навсегда изменило ее представление о мире. Она поняла. Здесь нет правил, которые она знала. Здесь нет морали, чести, человеческого достоинства. Здесь есть только сила и слабость, власть и подчинение, жизнь и смерть. И она выбрала жизнь. За любую цену. София Розанова подбежала к ней. «Анна Павловна, что там? Что с вами делают?» Анна не могла ответить. Слова застревали в горле. Как объяснить 18-летней девочке, что их всех привезли сюда не для исправления, а для превращения в инструмент управления лагерем? Как сказать, что святое место превратили в место, где женщины становятся средством воздействия на заключенных, где человеческое достоинство – разменная монета в игре выживания? «Готовься к худшему», – только и смогла прошептать она. Очередь продолжала двигаться. Каждые полчаса из бани выходила очередная женщина, растоптанная, униженная, сломленная. К вечеру медицинский осмотр закончился, все 37 женщин были обследованы и распределены по категориям. 7 попали в рублевые, 15 в полурублевые, остальные в копеечные. Торопов остался доволен. Новая партия оказалась качественной. Особенно его радовала молодая учительница из Петрограда. Такие быстро понимают правила игры и редко создают проблемы. Анну Павловну отвели в барак номер 3. Отдельное здание рядом с административным корпусом. Здесь жили рублевые, элита женского лагерного населения. В бараке было чисто, тепло, стояли нормальные кровати с постельным бельем. Даже висели занавески на окнах. Но главное, здесь было сытно. Обед состоял из мясного супа, каши с маслом, хлеба с салом. После месяцев тюремной баланды это казалось пером. Старшая по бараку, Екатерина Павловна Трубецкая, бывшая фрейлина императрицы, объяснила новенькое правило. «Здесь ты живешь хорошо, но за все придется платить. Когда тебя вызовут, а вызовут обязательно, помни, отказ означает возвращение на общие работы, а там умирают за неделю». Анна Павловна молчала. Она понимала, что попала в золотую клетку. Теплую, сытную, удобную. Но клетку. И цена относительной свободы известна заранее. Рано или поздно за дверью появится конвоир и скажет: «Тебя вызывает начальник». И тогда придется делать выбор между жизнью и честью. Выбор, который нельзя сделать правильно. Потому что в системе, созданной на Соловках, правильного выбора просто не существует. Система была устроена так, что любое решение превращало человека в соучастника собственного унижения. Согласие на компромисс означало предательство собственных принципов. Отказ означал смерть, которая тоже была формой капитуляции. Ведь мертвые не могут сопротивляться злу. Это была дьявольская ловушка, из которой не было выхода. Женщина могла только выбирать между разными формами поражения. И самое страшное, система работала не благодаря садизму отдельных людей, а благодаря равнодушию всех остальных, благодаря готовности закрывать глаза на происходящее, лишь бы не нарушать собственный покой, благодаря уверенности, что если не видишь зла, то его как бы и нет. Соловецкая баня стала местом, где женщины впервые в советской истории были официально превращены в товар. Где человеческое достоинство получило рыночную стоимость. Где родилась система рублевых, полурублевых и копеечных, которая через 10 лет охватит всю страну и будет действовать до самого конца существования ГУЛАГа.
Первый вызов пришел через неделю. 10 июля 1923 года в барак номер 3 вошел конвоир и произнес фразу, которой боялись все рублевые: «Волкова! К начальнику!». Анна Павловна знала, что этот момент неизбежен. 7 дней она жила в золотой клетке, хорошо ела, носила чистую одежду, работала в лагерной библиотеке, составляла каталоги книг, реквизированных из монастырского собрания. 7 дней пыталась убедить себя, что, может быть, все обойдется, что ее интеллект и образование помогут найти другой способ выжить. Но Екатерина Павловна Трубецкая, проведшая в лагере уже полгода, смотрела на нее с грустной мудростью. «Дитя мое, здесь есть только 2 пути. Согласиться и жить в компромиссе или отказаться и умереть в чистоте. Третьего не дано». Анна шла по коридору административного здания, и каждый шаг давался с трудом. В голове крутились обрывки мыслей. «Господи, дай мне сил. Мама, прости меня. Что бы сказали мои ученицы?» Но сильнее всего было желание жить. Простое, животное желание дышать, видеть солнце, надеяться когда-нибудь выйти на свободу. Кабинет Торопова располагался на 2-м этаже. Просторная комната с дубовой мебелью, коврами на полу, портретами вождей на стенах. В углу стояла широкая кровать под балдахином, бывшая постель настоятеля монастыря. На столе графин с водкой, закуска, букет полевых цветов. Торопов встретил ее в домашнем халате. «А, моя красавица-учительница, проходи, не стесняйся, располагайся как дома». Анна Павловна стояла у двери, не решаясь войти. Торопов подошел к ней, взял за руку. «Ну что ты боишься? Я же не зверь». «Вот, принес тебе подарок». Он протянул ей сверток. В нем оказалось красивое платье из тонкого шелка, чулки, туфли на каблуках, даже духи. «Это все твое. Переоденься, приведи себя в порядок. Сегодня у нас праздник». Анна взяла сверток дрожащими руками. Одежда была дорогой, качественной, видимо, реквизированной у кого-то из расстрелянных. «А если я откажусь?» – тихо спросила она. Торопов перестал улыбаться. «Тогда завтра ты будешь валить лес на острове Анзер, в зимний Удже, при 40-градусном морозе. Знаешь, сколько там живут такие неженки, как ты? 2 недели, от силы 3. Выбирай». Анна закрыла глаза. В памяти всплыло лицо матери, дом в Петрограде, уютная классная комната, где она учила детей любить русскую литературу. Все это казалось сном. Реальностью была эта комната, этот человек, этот выбор. «Хорошо», – прошептала она. Торопов просиял. «Вот и умница. Иди за ширму, переодевайся. А я пока стол накрою». За ширмой Анна медленно снимала лагерную одежду и надевала платье. Шелк приятно холодил кожу. Она посмотрела на себя в зеркало и увидела незнакомую женщину. Красивую, элегантную, похожую на прежнюю Анну Павловну. Но внутри было пусто. Как будто душа покинула тело, оставив только красивую оболочку. Ужин прошел в тягостном молчании. Торопов старался быть галантным. Наливал вино, рассказывал анекдоты, восхищался ее красотой. Анна механически ела и пила, с ужасом понимая, что алкоголь помогает. Помогает забыть, кто она такая и что делает. «Ты знаешь», — говорил Торопов, наливая очередной бокал, — «я не зверь. Я понимаю, что для таких, как ты, это тяжело. Но что поделать? Время такое». Или ты приспосабливаешься, или погибаешь. А ты еще молодая, красивая. Зачем тебе умирать?» Он действительно верил в то, что говорил. В его понимании он спасал ее, предлагая сделку. Жизнь в обмен на тело. Разве это не честный обмен? Особенно здесь, где жизнь не стоит ничего. После ужина он подошел к ней, взял за руки. «Ну что, красавица, время платить по счетам». Анна встала. Ноги не слушались. В голове звенело от вина и отчаяния.
Она подошла к кровати и начала расстегивать платье. «Не торопись», – сказал Торопов. «У нас вся ночь впереди». Анна Павловна исчезла в ту ночь. Утром из кабинета Торопова вышла другая женщина, с тем же лицом, с тем же именем, но с мертвой душой. Женщина, которая поняла, чтобы выжить в этом мире, нужно умереть внутри. Стать красивой куклой, которая выполняет любые приказы в обмен на право дышать. Но Анна Павловна была не единственной, кто столкнулся с этим чудовищным выбором. В лагере разворачивались десятки личных трагедий, каждая со своим финалом. Мария Сергеевна Лебедева, 42-летняя жена расстрелянного полковника, выбрала смерть. Когда ее вызвали к начальнику режима Петрову, она ответила: «Я предпочитаю умереть христианкой, чем жить блудницей». Ее отправили на лесоповал острова Анзер. Зимой 1923-24 года она замерзла в лесу, не дожив до освобождения всего 3 месяца. Но до последнего дня сохранила человеческое достоинство. Других заключенных поражало, что даже в лагерной телогрейке, даже с топором в руках, она оставалась дамой. Говорила спасибо и пожалуйста, не сквернословила, помогала слабым. Перед смертью она передала через подругу записку: «Дочерям моим, помните, лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Мама». София Розанова, 18-летняя дочь священника, попыталась найти третий путь. Она согласилась стать помощницей врача лагерной больницы, человека образованного, интеллигентного, который обещал относиться к ней с уважением. Доктор Иван Петрович Соколов действительно был не похож на Торопова или Петрова. Он читал ей стихи, дарил книги, говорил о чувствах. Но постепенно София поняла, и он использует ее. Просто более тонко, более цивилизованно. Когда через год его перевели в другой лагерь, он бросил ее без объяснений. София повесилась в больничной палате, не выдержав предательства. В предсмертной записке она написала: «Папа, я не смогла сохранить чистоту, как ты учил. Прости меня». Екатерина Павловна Трубецкая выбрала циничное приспособленчество. Бывшая фрейлина императрицы, женщина аристократического воспитания, она стала содержанкой самого начальника лагеря Ногтева. Жила в отдельной комнате, носила дорогие платья, ездила с ним в командировки. Но за внешним благополучием скрывалась глубокая душевная травма. Она превратилась в циничную, жестокую женщину, которая помыкала другими заключенными и угодничала перед начальством. «Мне уже все равно», — говорила она Анне. «Я потеряла все, что делало меня человеком. Остался только инстинкт самосохранения». Когда через 2 года Ногтева сменили, новый начальник Екатерину Павловну не заинтересовал. Ее отправили в общий барак. Бывшая аристократка не выдержала падения. Умерла от сердечного приступа в первую же неделю. Другие заключенные говорили, что она не умерла, а покончила с собой. Просто перестала есть и пить. Анастасия Ивановна Ширинская, бывшая оперная певица, пыталась использовать свой талант для выживания. Она организовала в лагере хор, ставила концерты для начальства, пела на банкетах. Это давало ей определенную защиту. Творческие люди ценились в лагере как экзотика. Но постепенно от нее стали требовать все больше. Сначала петь на частных вечеринках охранников, потом развлекать гостей. Потом Анастасия Ивановна сломалась не сразу. Она долго сопротивлялась, пыталась ограничиться только пением, но систему нельзя было обмануть. В конце концов, ей пришлось выбирать: согласиться на все или потерять единственную защиту – свой талант. Она выбрала компромисс и провела остаток срока в постоянном самобичевании. Особенно трагичной была судьба Людмилы Александровны Вольской, 20-летней студентки медицинского института, арестованной за участие в студенческом кружке. Людмила была красивой, образованной, с сильным характером. Первые месяцы она категорически отказывалась от всех предложений, предпочитая самую тяжелую работу. Но у Людмилы была слабость. Больная мать, оставшаяся на воле. Торопов быстро это выяснил и начал шантаж.
Согласишься быть моей – помогу твоей матери. Откажешься – сделаю так, что ее тоже арестуют». Полгода Людмила держалась. Потом пришло письмо, что мать умирает от голода, тогда девушка сдалась. Стала любовницей Торопова в обмен на посылки матери. «Я продала душу дьяволу ради мамы», – говорила она Анне, – «и ничуть об этом не жалею». Людмила научилась жить как бы в двух мирах. Днем она была покорной содержанкой, ночью – дочерью, которая спасает мать. Эта раздвоенность помогла ей выжить, но сделала ее безумной. После освобождения она долго лечилась в психиатрической больнице. Валентина Петровна Орлова, 30-летняя инженер, выбрала путь полного сотрудничества с системой. Она не только стала любовницей заместителя начальника лагеря, но и начала доносить на других заключенных. Выдавала тех, кто готовил побеги, передавала разговоры из женского барака, помогала выявлять неблагонадежных. За это получала особые привилегии. Жила в отдельной квартире, имела прислугу из заключенных, ездила в отпуск в Москву. Валентина Петровна убеждала себя, что поступает правильно. «Лучше я буду жить хорошо и помогать системе стать более гуманной, чем умру героической смертью и ничего не изменю». Но система не становилась гуманнее. Наоборот, такие как Валентина помогали ей совершенствоваться, становиться более изощренной в методах подавления. После освобождения она пыталась вернуться к прежней жизни, но прошлое преследовало ее. Бывшие заключенные избегали встреч с ней, считая предательницей. Валентина Петровна спилась и умерла в нищете, так и не простив себе того, что сделала. Но были и другие истории. Истории сопротивления. Пусть и безнадежного. Зинаида Михайловна Волконская, потомок древнего княжеского рода, сумела организовать тайную сеть помощи среди женщин-заключенных. Используя свое положение Рублевой, она была помощницей начальника хозяйственной части. Зинаида тайно передавала еду, лекарства, теплую одежду в общие бараки. Она научилась красть из лагерных складов, подделывать документы, подкупать охранников. Рисковала жизнью каждый день, но считала, что должна искупить свое падение помощью другим. «Я потеряла честь», — говорила она, — «но не потеряла совесть». Через 3 года ее разоблачили. Зинаиду Михайловну расстреляли за организацию антисоветского подполья. Перед смертью она сказала: «Я умираю с чистой душой. Мое тело принадлежало палачам, но душа оставалась свободной». Александра Сергеевна Муравьева, дочь генерала, превратила свою комнату в тайную школу. По вечерам, когда ее покровитель, начальник культурно-воспитательной части, уезжал в командировки, она учила грамоте малограмотных заключенных, рассказывала о русской истории, читала стихи. Это было смертельно опасно, за антисоветскую агитацию расстреливали без разговоров. Но Александра Сергеевна считала, что образование – это оружие против системы. Они могут сломать наши тела, но не должны сломать наши души. Ее школа просуществовала 2 года. За это время через нее прошли сотни женщин, которые впервые в жизни научились читать и писать. Многие из них после освобождения смогли найти работу, создать семьи, жить достойно именно благодаря знаниям, полученным в лагере. Анна Павловна наблюдала за всеми этими судьбами и постепенно понимала: в аду, созданном на Соловках, нет однозначно правильных решений. Каждая женщина искала свой способ выжить, сохранив хотя бы частичку человеческого достоинства. Одни выбирали смерть, считая ее более честной, чем жизнь в позоре. Другие шли на компромиссы, надеясь сохранить жизнь и когда-нибудь вернуться к нормальному существованию. Третьи пытались использовать свое унизительное положение для помощи другим заключенным. Четвертые полностью ломались и становились частью системы. Но все они были жертвами. Жертвами машины, которая превращала людей в животных, заставляла выбирать между честью и жизнью, разрушала все нравственные ориентиры. Анна сама искала свой путь в этом лабиринте без выхода. Днем она была покорной любовницей Торопова, выполняла все его требования, улыбалась, когда он того хотел, молчала, когда ему было угодно молчание. Но по ночам
Оставшись одна, она читала принесенные из библиотеки книги и пыталась сохранить связь с прежним миром. Читала Пушкина, Лермонтова, Толстого, и в этих строках находила силы не сойти с ума. Она также тайно помогала новоприбывшим женщинам, объясняла правила выживания, предупреждала об опасностях, иногда делилась едой. Но самое главное, она старалась сохранить в себе способность чувствовать чужую боль. В мире, где сострадание считалось слабостью, а жалость – роскошью, это было формой сопротивления. Каждый раз, когда Анна помогала другой женщине, когда утешала плачущую девушку, когда делилась последним куском хлеба, она восстанавливала в себе человека. Понемногу, по крупицам, но восстанавливала. Это помогало ей не превратиться в машину для выживания, сохранить хотя бы искру того, что делает человека человеком. Торопов не понимал этого. Для него Анна была просто красивой игрушкой, которая к тому же умела читать и писать. Он даже гордился своей образованной любовницей, демонстрировал ее перед коллегами как трофей. Не подозревал, что каждую ночь эта женщина ведет с ним тайную войну. Войну за право остаться человеком. Переломным моментом стал визит высокой комиссии из Москвы в августе 1924 года. Прибыл сам Глеб Бокий с большой свитой. Представители ОГПУ, партийные функционеры, иностранные журналисты из дружественных стран. Официальная цель – показать успехи трудового перевоспитания на Соловках. Неофициальная – продемонстрировать абсолютную власть советской системы над человеческими судьбами. К приезду комиссии готовились 2 месяца. Лагерь привели в порядок, покрасили заборы, починили бараки. Заключенных одели в новую одежду, накормили досыта, подготовили концертную программу, выставку лагерной продукции, показательные рабочие места. Но главное – отобрали 30 самых образованных и интеллигентных женщин для демонстрации успехов перевоспитания. Анна Павловна попала в этот список автоматически, как одна из самых образованных Рублевых. Торопов гордился своей любовницей и хотел произвести впечатление на московское начальство. «Покажешь им культуру», — говорил он Анне. «Расскажешь, как тебя здесь перевоспитывают. А там, может, и в Москву тебя заберут. Будешь работать в каком-нибудь учреждении». Анна понимала. Это не повышение, а падение в еще более глубокую бездну. Стать частью пропагандистской машины означало окончательно потерять себя. Но выбора не было. Система, созданная на Соловках, работала безотказно. Человек мог только подчиняться или умереть. Третьего не давалось. Банкет устроили в бывшем Преображенском соборе, главном храме монастыря. Кощунство было продуманным и целенаправленным. Длинные столы поставили прямо на алтаре, портреты вождей повесили вместо икон. Женщин-заключенных нарядили в дорогие платья, реквизированные у расстрелянных аристократок. Создавали иллюзию праздника, маскируя ужас происходящего под видом веселья. Глеб Бокий произнес тост: «За успехи трудового перевоспитания, за превращение врагов народа в полезных членов общества». Все аплодировали. Иностранные журналисты записывали каждое слово. Они видели только внешнюю сторону – сытых заключенных, культурную программу, благодушие администрации. Не видели страха в глазах женщин, дрожи рук, вынужденных улыбок. Не понимали, что участвуют в спектакле, поставленном палачами. После официальной части начался неформальный прием в келье настоятеля. Туда пригласили только высшее руководство и отобранных женщин. Анна Павловна оказалась за одним столом с самим Бокием. Мужчина лет 55, невысокий, полный, с маленькими глазками и жирными губами. Говорил интеллигентно, цитировал классиков, рассуждал об искусстве, но взгляд выдавал его истинную природу – холодный, расчетливый, безжалостный. «Вы очень образованная женщина», – говорил он Анне. «Жаль, что попали сюда за недоразумение. Но, может быть, это и к лучшему. Здесь вы получили жизненный опыт, который не дают никакие университеты». Анна молчала, боясь сказать лишнее слово. Бокий продолжал.
А знаете, что я думаю? Такие, как вы, могли бы принести пользу государству. Не здесь, в лагере, а в Москве. У нас есть много задач, требующих образованных, понимающих жизнь женщин. Анна поняла. Ей предлагают стать агентом, пропагандистом новой системы. Использовать свою красоту, образование и интеллект для демонстрации успехов советской власти, для обработки общественного мнения, для превращения жертв в апологетов палачей. «Подумайте об этом», – сказал Бокий. «У вас есть время до конца моего визита». Это был новый уровень падения. Если раньше от нее требовали только тело, то теперь хотели купить душу, превратить в активного пропагандиста системы, которая ее уничтожила, сделать из жертвы глашатая палачей. Ночью, оставшись одна в келье Торопова, Анна долго смотрела в окно на лунную дорожку, тянувшуюся к горизонту. Где-то там, за морем, была ее прежняя жизнь. Родители, которые, может быть, еще были живы, друзья, ученики. Мир, где люди читали стихи не для того, чтобы выжить, а потому что любили поэзию. Мир, где женщина могла сохранить честь, где существовали понятия добра и зла. Этот мир казался несуществующим, придуманным. Реальностью были Соловки, где святое место превратили в ад, где людей ломали как спички, где каждый день приходилось выбирать между жизнью и достоинством. И в этой реальности предложение Бокия было логичным. Зачем страдать, если можно процветать? Зачем сохранять принципы, если они никому не нужны? Зачем быть жертвой, если можно стать частью системы? Но что-то внутри Анны сопротивлялось. Возможно, это были голоса ее учениц, которых она когда-то учила отличать добро от зла. Возможно, это была память о родителях, привившая ей понятие о чести. А может быть, просто остатки того, что когда-то называлось душой. Утром Анна дала Бокию ответ. «Спасибо за предложение, но я хочу остаться здесь до конца срока». Бокий удивился. «Вы отказываетесь от свободы?» «Я отказываюсь от предательства». Бокий засмеялся. «Романтичная девочка. Вы думаете, что здесь честнее? Ну что ж, каждый выбирает свою дорогу». Он не рассердился. Таких, как Анна, он видел много. Сначала они гордо отказываются, потом постепенно ломаются и сами приползают с просьбами. Главное не торопиться. Время работает на систему. После отъезда комиссии Торопов был в ярости. «Ты дура. Такой шанс упустила. Могла бы жить в Москве как барыня, а предпочитаешь гнить здесь». Анну отправили на неделю в карцер для размышлений. Карцер – это каменная яма 2 метра на 2, без окон, с железной дверью. Зимой там было настолько холодно, что замерзала вода. Летом душно, как в могиле. Паёк 300 граммов хлеба и кружка воды в день. Через неделю Анну вытащили полумертвой. Торопов надеялся, что она образумится, но Анна только сказала: «Если хотите, можете убить меня. Но пропагандистом я не стану». Торопов понял: эту не сломать. Он мог мучить ее, унижать, использовать, но заставить предать себя не мог. Это его злило и одновременно восхищало. В его мире таких людей почти не осталось. Анну отправили на неделю в карцер для размышлений. Карцер – это каменная яма 2 метра на 2, без окон, с железной дверью. Зимой там было настолько холодно, что замерзала вода. Летом душно, как в могиле. Паёк 300 граммов хлеба и кружка воды в день. Через неделю Анну вытащили полумертвой. Торопов надеялся, что она образумится. Но Анна только сказала: «Если хотите, можете убить меня. Но пропагандистом я не стану». Торопов понял: эту не сломать. Он мог мучить ее, унижать, использовать, но заставить предать себя не мог. Это его злило и одновременно восхищало. В его мире таких людей почти не осталось. Сколько из них сломались? Сколько выбрали смерть? Сколько научились жить в 2 мирах одновременно?
Днем удовлетворяя требования системы, ночью сохраняя остатки человечности, точных цифр никто не знает. Эта тема была табу в советское время и остается болезненной до сих пор. Но масштаб трагедии можно представить по косвенным данным. В период расцвета ГУЛАГа женщины составляли от 15 до 20% всех заключенных. Это сотни тысяч человек. И практически все они так или иначе сталкивались с принуждением к различным формам сотрудничества с администрацией. Система работала без сбоев, методично превращая женщин в инструмент управления лагерным населением, а начальников лагерей – в распорядителей этого инструмента. Особенно цинично система работала в лагерях для жен изменников Родины. Образованных, интеллигентных женщин, чьи мужья были репрессированы как враги народа. Этих женщин целенаправленно ломали, превращая падение каждой в пример для остальных. Жена генерала, дочь профессора, супруга инженера – все они должны были понять – в новом мире их прежний статус не защищает. Наоборот, он делает падение еще более унизительным. Лагерные начальники получали особое удовольствие от унижения бывших. Заставить графиню мыть полы – это одно. Заставить ее стать своей любовницей – совсем другое. Это была месть нового мира старому, торжество простых людей над аристократами. Но система не делала различий между аристократками и крестьянками. Молодая колхозница, арестованная за кражу колосков, и княгиня, осужденная как социально опасный элемент, оказывались в одинаковом положении. Единственным критерием была привлекательность и образованность. Красивая крестьянка становилась рублевой, некрасивая графиня – копеечной. Классовое происхождение значило меньше, чем цвет глаз и умение читать. Это был циничный, но эффективный способ унификации – превратить всех женщин в инструмент, различающийся только качеством. Психологические последствия для выживших были чудовищными. Большинство женщин, прошедших через лагерное распределение, никогда полностью не восстанавливались. Они научились жить в постоянном страхе, ожидая, что в любой момент их снова могут унизить, использовать, выбросить. Многие не могли создать нормальные семьи. Близость с мужчиной ассоциировалась с принуждением и унижением. Другие, наоборот, становились циничными, использовали свою привлекательность как оружие, мстя мужчинам за пережитое. Почти все хранили молчание о том, что пережили. В советском обществе жертва принуждения автоматически становилась порченной, недостойной уважения. О принуждении к сотрудничеству в лагерях нельзя было даже думать, не то что говорить. Эта тема была абсолютным табу. Женщины предпочитали рассказывать о голоде, холоде, тяжелой работе, но молчали о главном унижении. И это молчание было последней победой системы. Даже после смерти Сталина, даже после реабилитации, жертвы продолжали защищать своих палачей, скрывая правду о том, что происходило в лагерях. Общество не хотело знать эту правду. Ей предпочитали красивые легенды о героических заключенных, которые сохранили честь в нечеловеческих условиях. О тех, кто пошел на компромисс ради выживания, предпочитали не говорить. Это создавало ложную картину прошлого и мешало понять истинную природу системы, которая могла превратить святое место в ад, а обычных людей – в соучастников чудовищных преступлений. Анна Павловна провела на Соловках 4 года. С 1923 по 1927. За это время она видела, как менялась система, как она становилась все более отлаженной, жестокой, безжалостной. Видела смерть сотен женщин. Одни умирали от болезней и истощения, другие кончали с собой, не выдержав унижений. Видела, как ломались самые сильные и как находили в себе силы выжить самые слабые. Она сама научилась существовать в 2 измерениях одновременно. Днем была покорной любовницей Торопова, выполняла его прихоти, терпела его пьяные излияния, изображала покорность и даже нежность. Ночью читала стихи Пушкина и Лермонтова, вспоминала лица своих учениц, мысленно готовила уроки литературы, которые когда-нибудь, может быть, снова будет проводить.
Эта двойная жизнь спасала ее от окончательного сумасшествия, но и разрушала изнутри. К концу срока Анна была уже не той женщиной, которая приехала на Соловки 4 года назад. Внешне она почти не изменилась. Все та же красивая, ухоженная дама. Но внутри была пустота. Способность чувствовать притупилась. Эмоции стали редкими гостями. Она научилась не думать о том, что делает, не анализировать свои поступки, не мучиться угрызениями совести. Это была цена выживания в мире, где нормальные человеческие реакции становились роскошью, которую нельзя себе позволить. Но даже в этом состоянии Анна сохранила что-то главное – способность отличать добро от зла. Она не стала агентом ОГПУ, не начала доносить на товарищей, не превратилась в активную соучастницу системы. Осталась жертвой, униженной, сломленной, но не ставшей палачом. И в условиях Соловков это было своего рода подвигом. Маленьким, незаметным, невоспетым в песнях подвигом обычного человека, который в нечеловеческих условиях сумел сохранить человеческое лицо. Пусть искаженное, пусть изуродованное страданиями, но все-таки человеческое. Когда в 1927 году Анну освободили, Торопов предложил ей остаться на Соловках вольнонаемной. «Ты же знаешь, Кы, что я к тебе привязался. Будем жить как муж с женой». Анна посмотрела на него, на человека, который 4 года уничтожал ее как личность, но искренне считал, что заботится о ней. И поняла. Он действительно не понимает, что сделал. В его сознании он спас ее от смерти и имеет право на благодарность. Это было страшнее самой жестокости. Полная слепота к чужому страданию, неспособность увидеть в другом человеке личность. «Нет», — сказала Анна, — «я хочу домой». «Какой дом?» – удивился Торопов. «Родители умерли, квартиру отобрали, работы не дадут. Ты же судимая. Куда ты пойдешь?» Он был прав. Анна знала, что ее ждет на воле: нищета, бесправие, постоянная слежка, невозможность найти достойную работу. Бывшие заключенные становились изгоями общества, людьми второго сорта. Но даже это было лучше, чем остаться в аду, который стал для нее привычным. «Все равно хочу попробовать», — сказала она. Торопов пожал плечами. «Ну что ж, твое дело. Только помни, дорога сюда всегда открыта. Если что, пиши». Он действительно думал, что оказывает ей милость. В день освобождения Анна Павловна в последний раз прошла по территории бывшего монастыря. Золотые купола церквей все так же сияли на солнце, но для нее они навсегда остались символом поруганной святости. Белые стены Кремля, которые когда-то защищали монахов, стали стенами тюрьмы. Древние камни, помнившие молитвы святых, теперь помнили крики мучеников. Соловки превратились в антимонастырь. Место, где не спасали души, а уничтожали их. Пароход увозил ее от островов, но Анна знала, она никогда не сможет полностью уехать отсюда. Часть ее души навсегда осталась в Соловецком аду, и эту часть уже никто и никогда не сможет воскресить. А на островах эксперимент продолжался. Соловецкий лагерь просуществовал до 1939 года, когда его расформировали и заключенных перевели в другие лагеря. Но система, созданная здесь, пережила сам лагерь. Методы соловецкого распределения распространились по всему ГУЛАГу. То, что начиналось как садистская прихоть нескольких извращенцев, превратилось в отлаженную государственную машину по унижению человеческого достоинства. Нафтали Френкель стал одним из главных организаторов строительства Беломорско-Балтийского канала, где погибли сотни тысяч заключенных. Его методы рационального использования человеческого материала применялись на всех великих стройках сталинской эпохи. Глеб Бокей дослужился до высоких чинов в НКВД, пока в 1937 году не был расстрелян по обвинению в заговоре. Ирония истории. Палач стал жертвой системы, которую сам помогал создавать. Торопов исчез во время чисток 1938 года, скорее всего, тоже был расстрелян.
но созданная ими система пережила всех своих творцов. Она действовала до самого конца существования ГУЛАГа, калеча миллионы человеческих судеб. И самое страшное, она действовала не благодаря садизму отдельных людей, а благодаря равнодушию общества, которое предпочитало не знать правды о том, что происходит за колючей проволокой. То, что началось в бане Соловецкого монастыря летом 1923 года, не закончилось с освобождением Анны Павловны. Это был лишь первый акт трагедии, которая растянулась на десятилетия и охватила всю страну. Система, отработанная на Святых островах, стала матрицей для гигантской машины уничтожения человеческого достоинства. К середине 30-х годов в Советском Союзе действовали сотни лагерей, и в каждом из них женщин сортировали по соловецкому образцу. Рублевые, полурублевые, копеечные – эта терминология стала частью лагерного жаргона от Карелии до Колымы, от Воркуты до Казахстана. Нафтали Френкель, создатель системы выжимания заключенных, стал главным идеологом лагерной экономики. Его принципы легли в основу всех великих строек сталинской эпохи – Беломорско-Балтийского канала, Магнитогорского комбината, Комсомольска-на-Амуре. Везде применялась одна схема – максимально использовать сильных, безжалостно избавляться от слабых, превратить заключенных в винтики государственной машины. И везде женщины становились особой категорией винтиков – тех, которые обслуживают потребности других винтиков. Глеб Бокий и его разгрузочные комиссии превратились в институт. По всей стране ездили группы высокопоставленных чекистов, формально проверявшие лагеря, а фактически демонстрировавшие абсолютную власть над человеческими судьбами. Это стало частью неписанной системы поощрений для партийно-государственной элиты. Хорошо служишь советской власти, получаешь доступ к различным привилегиям без лишних вопросов и угрызений совести. Ведь это же не произвол, а трудовое перевоспитание. Особенно широкий размах система получила после создания лагерей для жен изменников Родины. Акмалинский лагерь в Казахстане, прозванный заключенными Алжир, стал самым крупным женским лагерем в истории человечества. Сюда свозили жен и дочерей репрессированных партийных деятелей, военных, интеллигенции, образованных, культурных женщин, привыкших к комфорту и уважению. И здесь их ломали по отработанной на Соловках технологии. Среди алжирок была Рахиль Мессерер, мать будущей великой балерины Майи Плисецкой. Когда ее арестовали с грудным ребенком, она еще не знала, что попадает в систему, где материнство станет инструментом шантажа. Согласишься сотрудничать, твой ребенок будет жить в тепле и сытости. Откажешься – отправим его в детдом, где дети умирают как мухи. Такой выбор стоял перед тысячами матерей в лагерях ГУЛАГа. И большинство выбирало жизнь ребенка ценой собственной чести. Рахиль Мессерер выжила, вернулась, воспитала дочь, которая стала символом русского балета. Но какой ценой? Об этом Майя Плисецкая предпочитала не говорить до конца жизни. Некоторые семейные тайны слишком болезненны, чтобы их обнародовать. Через Алжир прошли матери многих будущих знаменитостей – поэтов, артистов, ученых. Их дети выросли и прославили советскую культуру. Но мало кто знал, какую цену заплатили их матери за то, чтобы эти дети остались живы. Колыма стала апогеем системы. Здесь, на краю земли, в условиях вечной мерзлоты и полярной ночи, соловецкие методы достигли совершенства. Женщин здесь было меньше, чем в других лагерях, но именно поэтому они ценились выше. Женщина первой категории на Колыме была настоящей аристократкой лагерного мира. Она жила в отдельной комнате с печкой, носила меховую одежду, ела мясо каждый день. За это расплачивалась полным подчинением любому капризу своего покровителя. Варлам Шаламов, проведший в колымских лагерях 17 лет, редко писал о женской доле. Слишком страшно было об этом говорить даже ему, человеку невероятной честности и мужества. Но иногда в его рассказах мелькают фразы, от которых стынет кровь. Женщина с начальником, особые отношения, покровительство администрации.
За этими осторожными формулировками скрывалась та же система, что была отработана в бане Соловецкого монастыря. Евгения Гинзбург, автор знаменитого «Крутого маршрута», тоже касалась этой темы очень осторожно. Она писала о женщинах, которые устраивались на легкие работы, о связях с администрацией, о моральном падении, но никогда не называла вещи своими именами. В советском обществе даже упоминание о принуждении к сотрудничеству в лагерях было табу. Это могло разрушить миф о героических заключенных, сохранивших честь в нечеловеческих условиях. Система работала не только в лагерях. Она проникла во все поры советского общества. Любая женщина, оказавшаяся в зависимом положении, будь то секретарша партийного функционера, актриса, студентка, работница, могла столкнуться с тем же выбором – согласиться на унижение или лишиться работы, жилья, будущего. Особенно это касалось женщин из неблагонадежных семей, дочерей репрессированных, жен арестованных, сестер врагов народа. Они были вдвойне беззащитны перед произволом начальства. И многие соглашались на сделку с совестью, потому что альтернативой была голодная смерть. Соловецкая система научила советских мужчин смотреть на женщин как на инструмент, а советских женщин воспринимать унижение как норму жизни. Это изуродовало отношения между полами на несколько поколений. Мужчины привыкли к тому, что женщина должна расплачиваться за все – за работу, за жилье, за безопасность. Женщины привыкли к тому, что их тело – это валюта, которой можно расплачиваться за выживание. Даже в мирное время, даже после смерти Сталина, эта психология никуда не исчезла. Она ушла вглубь, стала частью подсознания. Советские люди часто не понимали, почему им так трудно строить нормальные равноправные отношения. Почему женщины боятся сказать «нет», а мужчины считают согласие само собой разумеющимся. Корни этого были в лагерях, где людей учили, что человеческое достоинство – роскошь, которую нельзя себе позволить. Но самые страшные последствия проявились в следующих поколениях. Дети женщин, прошедших через лагерное распределение, выросли в семьях, где царили особые отношения между мужчинами и женщинами. Матери, привыкшие к подчинению, воспитывали дочерей в духе покорности. Отцы, видевшие в лагерях, как легко сломать женщину, относились к женам как к собственности. Это создавало порочный круг. Каждое поколение передавало следующему искаженные представления о том, какими должны быть отношения между людьми. Многие дочери лагерных Рублевых сами становились жертвами домашнего насилия, не умея сопротивляться, считая унижение нормой. Сыновья усваивали модель поведения, при которой сила важнее права, а женщина существует для удовлетворения мужских потребностей. Даже те семьи, где родители никогда не говорили о лагерном прошлом, несли на себе его отпечаток. Дети чувствовали скрытую травму, неназванный страх, необъяснимую покорность матери и деспотизм отца. Это формировало психику, искаженную опытом предыдущих поколений. Психологи называют это явление наследственная травма, когда последствия катастрофы передаются детям и внукам через модели поведения, запреты, умолчания. Дети ГУЛАГа несли на себе груз того, что пережили их родители, даже если никогда не слышали подробностей. Особенно трагической была судьба детей, рожденных в лагерях от принуждения. Таких было немало, строгих мер контрацепции в лагерях не существовало, аборты часто заканчивались смертью, и многие женщины рожали детей от своих мучителей. Этих детей отбирали у матерей в возрасте 3 лет и отправляли в специальные детские дома. Они росли, не зная правды о своем происхождении, но чувствуя какую-то особую отчужденность от мира. Когда они взрослели и узнавали правду, это становилось страшным ударом. Понять, что ты плод насилия, что твоя мать была принуждена к сожительству с палачом, что твое существование – результат системы унижения – это испытание, которое выдерживали не все. Многие из таких детей кончали жизнь самоубийством, другие становились отщепенцами, людьми без корней и привязанностей. Третьи пытались найти своих матерей, но встречи часто заканчивались трагически –
Женщины не хотели вспоминать о самом страшном периоде своей жизни, а дети не могли простить матерям то, что считали предательством. Система ГУЛАГа разрушала семьи не только физически, разлучая родных, но и духовно, отравляя отношения между самыми близкими людьми. Молчание стало главным наследием Соловецкой системы. Даже после смерти Сталина, даже после закрытия лагерей, даже после реабилитации никто не говорил о том, что происходило с женщинами в ГУЛАГе. Это была слишком постыдная тема. Общество предпочитало героические легенды о стойких заключенных, сохранивших честь в нечеловеческих условиях. А тех, кто пошел на компромисс, молчали. Это создавало ложную картину прошлого и мешало понять истинную природу системы. Сами жертвы тоже молчали. Им было стыдно признаться в том, что они согласились на унижение ради выживания. Они боялись осуждения, насмешек, презрения. Многие убеждали себя, что того, что было, на самом деле не было. Вытесняли воспоминания так глубоко, что сами начинали верить в придуманную версию биографии. Это был защитный механизм психики, но он же мешал обществу осознать масштаб трагедии. Анна Павловна тоже молчала. После освобождения она смогла устроиться санитаркой в больницу. Бывшим заключенным учительские места не давали. Жила в коммунальной квартире, перебивалась случайными заработками, боялась каждого стука в дверь. На все вопросы о лагерном прошлом отвечала односложно. Работала в библиотеке. Условия были тяжелые. Никто не догадывался, какой ценой она заплатила за то, чтобы остаться живой. Даже близкие друзья не знали правды. Анна создала себе легенду о том, что выжила благодаря своему образованию и полезности для лагерной администрации. И постепенно сама стала верить в эту легенду. Но правда прорывалась наружу. В 70-е годы стали появляться первые мемуары бывших заключенных, где между строк можно было прочитать о том, что происходило с женщинами в лагерях. Варлам Шаламов писал о лагерных женах осторожно, но ясно. Евгения Гинзбург упоминала о моральных компромиссах, на которые шли заключенные. Александр Солженицын в архипелаге ГУЛАГ посвятил этой теме специальную главу «Женщина в лагере». Эти публикации произвели эффект разорвавшейся бомбы. Общество впервые узнало правду о том, что происходило за колючей проволокой. Но даже тогда тема принуждения к сотрудничеству оставалась табуированной. Говорили о принуждении к сожительству, использовании женщин, моральном разложении администрации. Слово «проституция» избегали употреблять. Это было слишком жестко, слишком прямо. После перестройки табу стали падать одно за другим. Появились документальные фильмы, книги, статьи, которые называли вещи своими именами. Но к тому времени большинство свидетелей уже умерли. Анна Павловна скончалась в 1983 году, так и не рассказав никому правду о своих 4 годах на Соловках. Ее тайна умерла вместе с ней. Как и тайны тысяч других женщин, прошедших через Соловецкое распределение. Сегодня на Соловецких островах восстановлен монастырь. Золотые купола церквей снова сияют на солнце, в храмах звучат молитвы, паломники приезжают поклониться святыням. Но рядом с монастырем стоит музей ГУЛАГа, где можно увидеть фотографии лагерных бараков, личные вещи заключенных, документы той эпохи. Туристы ходят по тем же дорожкам, где когда-то шла Анна Павловна в тот страшный июльский день 1923 года. Заходят в здания, где когда-то размещались женские бараки. Но мало кто знает подлинную историю этих мест. Мало кто представляет, что происходило в бане монастыря летом 23 года. Эта история слишком страшна для музейных экспозиций, слишком болезненна для коллективной памяти. Соловки стали символом советских репрессий, но символом очищенным, облагороженным. Говорят о мучениках, пострадавших за веру. О политических заключенных, не сломленных тюрьмой. О героическом сопротивлении тоталитарной системе. Это все правда. Но это не вся правда. Полная правда включает в себя и историю женщин, которых распределяли как товар,
которые выбирали между честью и жизнью, которые научились выживать любой ценой. Их история тоже часть соловецкой трагедии. И пока мы не расскажем ее полностью, мы не поймем, что такое ГУЛАГ и что такое тоталитарная система, которая может превратить святое место в ад, а обычных людей в соучастников чудовищных преступлений. В 1991 году, в день 70-летия начала Соловецкого эксперимента, на острове установили памятник жертвам репрессий. Простой гранитный камень с надписью «Жертвам политических репрессий 1923-1939 годов». Скромно, достойно, без излишнего пафоса. Но и без упоминания о том, что среди этих жертв были женщины, прошедшие через особый ад. Ад принуждения к сотрудничеству, распределения по внешности, превращения в инструмент для управления лагерным населением. Анна Павловна к тому времени уже 8 лет лежала на Преображенском кладбище в Ленинграде. На скромном надгробии была выбита лаконичная надпись: «Волкова Анна Павловна, 1899-1983. Учительница». Никто из прохожих не мог догадаться, какую цену заплатила эта женщина за право быть похороненной с человеческим достоинством. Ее тайна ушла с ней в могилу. Как и тайны тысяч других женщин, выживших в лагерях ГУЛАГа. Но история Анны Павловны и соловецкого распределения – это не просто страница прошлого. Это предупреждение о том, что может произойти с любым обществом, когда оно теряет уважение к человеческому достоинству. Когда сила становится важнее права, когда целесообразность оправдывает любые средства, когда одни люди получают абсолютную власть над другими, рождается система, способная превратить святое место в преисподнюю. Технологии унижения, отработанные на Соловках, не исчезли с закрытием лагерей. Они воспроизводятся везде, где существует бесконтрольная власть. В тюрьмах, армии, закрытых учебных заведениях, корпорациях, семьях. Принцип остается тем же. Поставить человека в зависимое положение и заставить выбирать между достоинством и выживанием. И во все времена находятся те, кто готов на этот выбор пойти. Современный мир знает много примеров принуждения к сотрудничеству. Торговля людьми, сексуальное рабство, принуждение мигрантов, использование экономической зависимости для различных форм эксплуатации. Методы меняются, суть остается прежней. Как НЛО на Соловках, жертв заставляют поверить, что у них нет выбора. Как и на Соловках, общество предпочитает не знать о происходящем или оправдывает это особыми обстоятельствами. Уроки соловецкой истории болезненны, но необходимы. Первый урок. Зло не рождается внезапно. Оно начинается с малого, с согласия на небольшие компромиссы, с привыкания к несправедливости, с равнодушия к чужому страданию. Торопов не стал садистом в одночасье. Френкель не проснулся однажды утром с планом уничтожения человечности. Они постепенно привыкали к тому, что люди – это материал, с которым можно делать что угодно. Второй урок. Система зла не может существовать без молчания общества. Соловецкий эксперимент был возможен только потому, что страна закрыла глаза на происходящее. Люди не хотели знать правду, предпочитали красивые легенды страшной реальности. Это молчание стало соучастием в преступлении. Третий урок. Жертвы системы не должны нести ответственность за то, что с ними делали палачи. Анна Павловна не была слабой или безнравственной, потому что согласилась стать любовницей Торопова. Она была человеком, поставленным перед нечеловеческим выбором. И любой выбор в таких условиях имел право на существование. Четвертый урок – важность памяти. Забвение – это предательство жертв и приглашение для новых преступлений. Пока мы помним историю соловецкого распределения, мы можем распознать ее повторение в современных формах. Пока мы называем вещи своими именами, мы не даем злу замаскироваться под благие намерения.
Сегодня, когда мир снова переживает времена потрясений, когда авторитарные режимы возвращаются в разных странах, когда права человека подвергаются сомнению во имя высших целей, история Анны Павловны приобретает особую актуальность. Она напоминает нам: человеческое достоинство – не роскошь мирного времени, а основа цивилизации. И его нужно защищать всегда, даже когда это кажется невозможным. Соловки сегодня – это не только музей под открытым небом. Это место, где можно понять, как тонка грань между цивилизацией и варварством, как легко превратить храм в место унижения, а человека – в инструмент. Эта грань проходит не только через географические границы, но и через сознание каждого из нас. И каждый день мы делаем выбор – остаться по эту сторону или перейти на ту. История Анны Павловны закончилась в 1983 году на Ленинградском кладбище. Но ее урок остается актуальным. В мире, где женщины до сих пор становятся жертвами торговли людьми, где власть используется для различных форм эксплуатации, где молчание общества позволяет преступлениям продолжаться. В таком мире память о соловецком распределении должна служить прививкой против зла. Золотые купола соловецких церквей сияют сегодня так же ярко, как и 100 лет назад. Но мы должны помнить, святость места определяется не красотой архитектуры, а отношением к человеку. И пока где-то в мире женщин распределяют как товар, превращают в рабынь, заставляют выбирать между честью и жизнью, до тех пор урок Соловков остается неусвоенным. Память о Анне Павловне – это память о миллионах женщин, прошедших через ад принуждения. Их голоса были заглушены, их истории замалчивались, их страдания игнорировались. Но пока мы помним их, пока рассказываем их истории, пока называем преступления своими именами, они не умерли напрасно. Соловки – это не история, это предупреждение.